Храм этот у нас является древнеправославный. От князя Владимира, как вера пришла на Русь, так не менялась. Наши предки потерпели за это много гонений. Здесь, когда стало разрешение, свобода вроде религии, решили, собрались, так молились по домам, решили построить эту церковь. Затем, построили вот то здание, и там монахи хотели жить. Поэтому для них отдельно церковь построили и кельи. Вначале, как обычно, церковь смотрит на восток, направление ее. Вид должен быть вроде корабля, потому что народ спасается, как говорится, душу спасает здесь. Вот заход, это паперь называется, сюда население заходит. Вот здесь, стоят обычно оглашенные, оглашенные, это слово пугает иногда людей, это ничего страшного нет, это те люди, которые оглашаются, будут принимать святое крещение. Вот каждый раз, когда владыка приезжает, он крестит не крестившихся людей. Здесь называется место клирос, здесь читает всю службу. Служба вот идет по этим книгам, видите, какой древности книги. Если вот это нов напечатанный, если там ошибку или что-то сомнение, берешь эту, там от нее сверяешься, правильно нет. Пение совершенно другое, крюковое у нас пение отличается от современных церквей. Вот копия Троицы, копия список с Рублевской иконы. А вот вообще древние иконы 3 святителей. У нас антиминс есть такой, находится в алтаре в честь этих 3 святителей, потому что вот который возил икону, он был антиминс Петра и Павла, он его с собой забрал, и где-то там он сейчас пока на реставрации находится.